Непростая жизнь в горах через объектив видеокамеры. Три сестры, оторванные от внешнего мира в высокогорном селении. Каждая со своими переживаниями и мечтами. События разворачиваются в шахтерском поселке Садон. Красота живой природы и чувства героев – основа картины. И никаких спецэффектов. Для многих участие в киноленте стало дебютом на большом экране. Несмотря на это, вжиться в роль им удалось мастерски. Роль этой девочки была мне не так уж далека, потому что она осетинка, как и я, и горы – это все мое родное, поэтому мне было не так уж трудно, и мне очень помогла Ирина Каргинова. Идея снять фильм родилась несколько лет назад, во время работы над документальной передачей, там же в селении Садон. Сценарную заявку представили на всероссийском конкурсе. После отбора она стала одной из лучших. Над съемочным процессом работала компания «Фокус Плюс Синема» под руководством Заура Балатаева. Съемочный процесс длился около 2 недель. После долгая и кропотливая работа над монтажом. И вот, наконец, премьерный показ короткометражной киноленты «Туннель». Современное кино на остинском языке с захватывающим сюжетом и довольно спорным концом заинтересовало многих. По словам режиссера фильма Ирины Каргиновой, история 3 сестер могла закончиться иначе. На самом деле мы вырезали 3 финала, среди них был и хэппи-энд, и не совсем хэппи-энд, но потом мы поняли, что, наверное, зрителю нужно оставить какое-то поле для того, чтобы додумать финал свой, или чтобы наша сценарная линия привела их к какому-то осознанию. Поэтому финал такой, какой он есть. Фильм покажут на различных фестивалях. Лента остинского режиссера вошла в киноальманах «Свой почерк». Он состоит из 6 короткометражных картин авторов из разных уголков России. Ирина Дзабаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.